В Кыргызстане за последние 6 месяцев приток прямых иностранных инвестиций составил 462 миллиона 200 тысяч долларов. Также в этом году из стран вне СНГ поступило 280 миллионов 400 тысяч долларов. Это свидетельствует о высоком уровне интереса со стороны международных инвесторов, а также о стабилизации инвестиционной активности в нашей стране. Кабинет министров Кыргызской республики подписал ряд соглашений с большими корпорациями. Мы можем открыто сказать, что на сегодняшний день в Чуйской области открыт уже в Карабалте текстильный перерабатывающий турецкой компании завод, Джунда — это нефтеперерабатывающий завод. В направлении туризма мы можем наблюдать это горнолыжные курорты, это большие будут в Центральной Азии. В проекте у нас заложено, что одна трасса не менее 100 километров будет, строятся аэропорты, заканчивается. И в этом направлении все работы ведутся. Сейчас в реестре инвестиционных проектов по приоритетным направлениям находится 109 проектов. Кроме этого, Национальное агентство сопровождает 12 инвестиционных проектов на общую сумму 5 миллиардов 255 миллионов долларов, из которых освоено 43 миллиона 300 тысяч долларов. Если разбить по странам, как вы видите, у нас лидерами также, как и всегда, идет традиционно Китай, более 100 миллионов долларов США, потом Россия. Буквально таки миллиона не хватило им, но все-таки мы видим, что Россия активно работает последние 2 года, а также Турция. И нас, конечно же, радует тоже, что наш сосед Казахстан тоже в лидерах и инвестирует в Казахстан и активно ведет свою деятельность тоже. Что касается, если разбить по регионам, то у нас лидерами, так же как и всегда, являются Бишкек, Джалабадская область, Чуйская область, Таласская область. И мы видим тенденцию, что в регионах больше всего инвестиций идут. Также на стадии разработки и принятия находятся проекты нормативно-правовых актов, среди которых проекты законов в сфере венчурного финансирования, проект новой редакции закона об инвестициях в Кыргызской республике и проект стратегии развития инвестиционной политики на период с 2025 по 2030 годы. В рамках улучшения инвестиционного климата наше агентство приняло 9 нормативно-правовых актов, куда включены распоряжения и указы президента, приказы Кабинета министров относительно привлечения инвестиций. Также на стадии разработки проект закона о внесении изменений в законодательные акты в области государственно-частного партнерства. Необходимо отметить, что с начала текущего года подписано 20 соглашений по проектам ГЧП с привлечением частных инвестиций на сумму более 26 миллиардов сомов. Также на сегодняшний день проектный портфель включает 80 проектов ГЧП с общей суммой инвестиций более 1 миллиарда долларов. За последние годы сам механизм ГЧП набирает более такую актуальность. И только за этот год Центр государственного частного партнерства привлек инвестиции на более 300 миллионов долларов. Каждый наш проект уникален по-своему, и мы не делим по стадиям и по направлениям, а мы стараемся рассматривать каждый наш проект индивидуально. С начала года также был утвержден порядок рассмотрения жалоб инвесторов и их сопровождения. Принятый документ направлен на создание механизма для оказания помощи и сопровождения инвесторов в решении разногласий, возникающих при взаимодействии с государственными органами, а также для предотвращения рисков подачи международных судебных исков против нашей страны. На сегодняшний день с момента принятия порядка в Национальное агентство поступило 33 различных жалобы от инвесторов и предпринимателей. Все жалобы были учтены в соответствии с порядком и внесены в реестр. Среди инвесторов были как иностранные, так и местные предприниматели. Эрмек Куренкеев, Мирлан Джанабеков, ЛТР Бишкек.